наук, старшему научному сотруднику Института востоковедения РАН и имам хатыбу Московской соборной мечети. Передаю слово вам. Добрый вечер, дорогие друзья. Большое спасибо, что в этот такой дождливый день вы все-таки нашли в себе силы прийти и послушать. Для меня на самом деле сегодня большая честь вот в этом историческом здании выступать. Я еще, будучи студентом, приходил в Ленинскую библиотеку, когда писал диплом как раз в нашем исламском институте, и вот поделюсь таким впечатлением, что когда первый раз попал и начал смотреть как раз каталоги, значит, на тюрки, на старотатарском языке, и был просто поражен. Я до этого просто не знал, какая огромная коллекция, оказывается, здесь у нас вот в центре Москвы хранится. И действительно, к сожалению, она еще в полной мере не изучена. И вот когда коллеги пригласили как раз прочитать эти лекции в рамках выставки, тоже задумался, о чем говорить, потому что сфера научных интересов достаточно обширная. Мы занимаемся изучением и классического мусульманского наследия, коронавидения, и нашей отечественной богословской мысли, тоже долго думал. Ну и вот листал как раз те фотографии, которые, может быть, кто-то из вас уже тоже видел вот на сайте. Здесь, может быть, кто-то уже сумел познакомиться с экспонатами этой выставки. И вот мне как раз бросилась в глаза одна здесь вот в соседнем зале представленная книга. Это как раз книга, изданная в 1905 году в Санкт-Петербурге, которая принадлежит Мусе Бегиеву. И я подумал, что действительно я должен поговорить, наверное, именно об этом замечательном авторе. И книга его, она здесь представлена, и эта книга как раз о Коране. Вот. Поэтому сегодня мы будем говорить о Мусе Джабулахе Бегиеве, и неким таким эпиграфом к своему выступлению я хотел бы вам представить хадис, изречение пророка Мухаммада, в котором говорится: в начале каждого столетия Бог посылает этой общине того, кто обновит юджаддиду для нее религию. И вот мусульманские ученые, комментируют хадис, как раз считают о том, что вот, каждое столетие должен прийти тот человек, который по-новому взглянет на первоисточники и даст тот соответствующий современности ответ на современные вызовы. И вот на самом деле уже при жизни Бегиева его стали называть именно муджаддид, то есть обновитель. Хотя на самом деле сам он не соглашался с таким названием себя, потому что он говорил: я работаю в рамках классического богословия, но все же вот те идеи, та методология, которую он использовал, на самом деле в глазах очень многих людей, и мусульман, и не мусульман, что тоже очень важно и интересно, как раз говорил о том, что это человек, который является обновителем 14 столетия по хиджре. Да? 14 столетие по хиджре, оно началось в 1883 году. Вот. И об этом вот свидетельствует, например, мы сегодня в библиотеке с вами находимся, поэтому те слайды, которые я буду представлять, это не фотографии в большей степени будут именно, как раз вырезки из некоторых книг, журналов. И вот спустя всего 10 лет после начала такой активной научно-проповеднической деятельности Бегиева в русском петербургском журнале «Исторический вестник» вышла статья, которая называлась «Мусульманский Лютер». Вот. И в этой статье приводилась краткая биография, анализ вышедших к тому времени работ Бегиева. Вот. Но в ее завершении как раз автор резюмирует. Он говорит: книги Бегиева читаются на расхват и становятся предметом ожесточенных и оживленных споров. Вокруг его имени создается религиозное движение. Константинопольский шейх аль-Исламат тревожно зашевелился, почуяв опасность.
Уж в самом деле не суждено ли Мусе Бегиеву сыграть роль мусульманского Лютера, вложить крупный вклад в историю мусульманства? Это 1914 год, еще раз повторюсь, это всего 10 лет прошло со времени начала его активной деятельности в Санкт-Петербурге. И вот поэтому я в меньшей степени сегодня хотел бы говорить о биографии Бегиева, потому что на самом деле биография его сегодня достаточно хорошо известна. Они написаны работы, вот в том числе нашего казанского уважаемого коллега Айдар Иудинов пишет об этом очень много. Я хотел бы в первой части своего выступления просто сказать о важности личности Мусы Бегиева для мусульманского мира, потому что, к сожалению, сегодня очень часто просто вот в неком ряду он идет. Да? Вот у нас были такие выдающиеся ученые, Марджани, Курсави, Баруди, Бегиев. Вот. Но на самом деле Бегиев даже в этом ряду это действительно выдающийся, очень важный ученый, но даже вот в этом ряду Бегиев занимает, как мне кажется, особое место. Вот один из турецких исследователей творчества и биографии Бегиева, который в свое время был также министром по делам религии в Турецкой Республике, профессор Мехмет Гермес, он как раз говорил о том, что вот для 19-го, начала 20 веков во всем мусульманском мире было вот это вот обновленческое движение, которое у нас в России достаточно часто называют джихадизм. Да, есть споры относительно названия, сейчас не будем углубляться в эту проблему, но в любом случае, да, вот это вот обновленческое, или как иногда его называют, реформаторское движение. И вот он говорил, да, были представители и в Турции, и в Индии, и в Египте, и на самом деле даже в Индонезии, то есть в разных уголках мусульманского мира. И вот он говорит, на самом деле Муса Бегиев занимает даже вот в этом общем мусульманском контексте одну из самых ведущих ролей. Это некая вершина айсберга вот этого всего обновленческого движения в мусульманской мысли. Вот, к сожалению, мы на самом деле об этом очень мало знаем, очень мало понимаем, как мне кажется, сегодня, да, вот эту, да, скажем, вклад Мусы Бегиева во всю мусульманскую мировую мысль. И поэтому вот об этом сегодня я хотел бы в первую очередь сказать. Потому что вот влияние Бегиева на самом деле для вот того поколения оно было очень большое, очень важное. И даже после вынужденной эмиграции Бегиева из СССР в 1930 году, которая на самом деле вот повлекла очень серьезным, да, последствиям. Вот сегодня мы как раз, да, уже вспоминали относительно того, что вот, члены двадцатки мусульманского прихода, значит, они были репрессированы как раз вот в связи с тем, что было открыто дело, связанное с Бегиевым, да, оно привело к такому вот неформальному запрету вообще, да, в Советском Союзе на имя даже Бегиева, не то что на какие-то работы. Но вот в памяти татарской интеллигенции это имя на самом деле всегда продолжала жить. И вот здесь на этом слайде я представил вам фотографии и самые основные работы двух учеников Мусы Джурлаха, которые на самом деле всего несколько лет брали у него уроки в конце 20-х годов в Ленинграде, которые приехали специально именно для того, чтобы учиться у Мусы Бегиева. И сам Бегиев уже в эмиграции тоже вспоминал о них и писал, что вот у меня есть программа, значит, подготовки мусульманских богословов, но я вот ее не смог реализовать. И вот у меня были два ученика, которые только вот первые основы, значит, они взяли этой программы. И вот на самом деле эти два человека стали выдающимися нашими советскими востоковедами. Это Баки Закирович Халидов, вот, те, кто так или иначе когда-то изучал арабский язык, наверное, прекрасно знают учебник Халидова. Это как раз учебник вот, соответственно, ученика Мусы Джурлаха. Больше известен, конечно, сын Анас Бакиевич Халидов, да, который долгое время работал в Ленинградском университете, помимо прочего был также и учеником Крачковского, да, и автором очень многих работ, описаний, значит, рукописей. Вот буквально вчера мы
уже общались с нашим Сахалом, Фальтабулджем Асадулиным, тоже известным, да, востоковедом, арабистом, москвоведом. И вот Фальтабулдж как раз учился у Анаса Вагича Халидова, и он говорил, что вот он мне пытался рассказать что-то о Бедиеве, но вот в тот момент, говорит, я еще даже не понимал, кто это и что это. То есть я к чему это говорю, что память на самом деле о Бедиеве, о этом действительно выдающемся богословие, она жила даже вот через несколько поколений. Вот. И вторая фотография, да, это Абдурахман Тагирович Тагирджанов, который стал тоже крупнейшим специалистом по фарси, по афганским языкам, вот, доктором филологической науки, и также всю жизнь посвятил себя высоковедческой науке. И вот они тоже всегда вспоминали, никогда не забывали о том, что они свои первые шаги в науке сделали именно под руководством Мусы Джаруллаха. Вот. Надо сказать, что помнили Бедиева и немногие советские религиозные деятели, которые получили образование еще до революции, пережили репрессии. Вот примером этому служит имам Хатыб Московской соборной мечети Ахмазан Хазрат Мустафин. Мы вот с моим коллегой, соавтором Маратом Ильясовичем Сафаровым в свое время написали книгу, посвященную жизни этого советского религиозного деятеля. И вот интересно, что Ахмазан Мустафин, который в начале 70-х годов, по сути, был местоблюстителем престарелого муфтия европейской части СССР Сибири, он выступал на первой советской конференции международной, которая в Ташкенте проходила. Вот, и его речь, она была опубликована на арабском языке, и мы ее изучили. И вот среди прочего, как раз очень интересно, что в 70-м году Ахмазан Мустафин вспоминает Бедиева, цитирует его работы и, значит, называет его как раз выдающимся богословом-обновителем, муджаддидун, да, и ставит его в один ряд с такими учеными, как Ибн Таймия, Ибн Кайим, Абду, Афгани, Рида, ну и, соответственно, наших татарских, значит, ученых, значит, Марджани, Баруби, Фахриддин. Вот, то есть, конечно, вот, тоже интересно, конечно, это было, имело последствия, да, вот в 1972 году один из таких видных партийных деятелей Татарской ССР, Фасеев, он как раз опубликовал работу на путях пролетарского интернационализма. И вот в этой работе в 1972 году, а Бедиев, еще раз напомню, он уехал из страны в 30-м, да, он очень большое место уделяет критике идей Бедиева. Да, что это показывает, на наш взгляд, что даже спустя 40 лет после того, как Бедиев уехал из страны, действительно, и связи с ним практически не было, да, ни у семьи, ни тем более там, учеников. Советская власть хорошо осознавала значение личности богослова в мусульманской общине. Вот, и она все равно даже вот в это время, когда, казалось бы, уже это все должно было быть забыто, все равно уделяла достаточно большое внимание тому, чтобы и дальше подвергать забвению, значит, для молодого поколения мусульман. И действительно это так было, потому что вот только в 90-х годах, уже в начале 90-х годов, стали появляться первые публикации, посвященные жизни и анализу творчества Мусы Джаруллаха. Но вот в то же время татарские эмигранты, да, особенно в Финляндии, они считали Бедиева своим духовным наставником. И не имея возможности постоянно общаться с ним лично, потому что Бедиев постоянно путешествовал, да, они вели с ним переписку, оказывали материальную помощь. Вот, мне тоже представилась возможность видеть, когда я был как раз в командировке, письма Бедиева, которые были написаны лидеру, одному из отцов-основателей татаро-мусульманской общины Финляндии, имаму Вали Ахмад Хакиму. Вот здесь как раз на фотографии они сидят рядом, вот в центре, в тюбетейке, это, соответственно, Вали Ахмад Хаким, и справа от него Муса Джаруллах, и рядом это представители, значит, правления татаро-мусульманской общины Финляндии. И вот в 1950 году Вали Ахмад Хаким, уже после смерти Бедиева, соответственно, происходит, опубликовал книгу, которая называется «Устаз Шагир Муса Джаруллах», да, то есть прославленный наставник Муса Джаруллах. И вот в этой книге он называет Бедиева самым великим религиозным ученым исламского и тюркского миров,
величайшим мусульманским богословом XIV века хиджры, нашим религиозным наставником. Вот. По сути, этот же эпитет использовался и представителями турецкой, татарской общины. Вот здесь две книги, которые были изданы в Турции на турецком языке. Одна из них очень известная, важная книга, это, кстати, тоже один из учеников Мусы Джаруллаха, это Абдуль-Карим Баттал Таймас, известный историк. Была целая серия книг, которые были посвящены и вообще истории тюрков, и истории казанских тюрков, как и знаменитым личностям, там, и посвященные, значит, братьям Масуди и Баруди. И вот, соответственно, одна из них посвящена Гигиеву. Он там как раз вспоминает о том, тоже, как он брал уроки, учился, общался и тоже называет наш духовный наставник. Вторая книга тоже один из учеников Гигиева, значит, он вместе с тем был также сам богословом, там указано, да, был профессором и университета Аль-Азхар и Айн-Шамс, читал там лекции, и вот здесь как раз он, по сути, переиздает на турецком языке одну из книг Гигиева и дает также свои комментарии. Вот. И что, опять же, я хочу отметить, что там он его называет выдающийся богослов, наш духовный наставник. Вот. Надо сказать, что не только в среде татар, но и во всем мусульманском мире Муса Джаруллах был достаточно известен. Его книги, они не все, конечно, но переиздаются. И вот что интересно, Гигиева там в арабском мире очень часто называют последний шейхуль ислам России. Надо сказать, что сам Гигиев никогда такого официального звания, конечно же, не носил. Но вот если вы посмотрите, да, кто читает по-арабски, то вот на этой фотографии это вырезка одной из них, как раз и говорится, что вот это шейхуль ислам. Вот вторая это обложка, одна из самых, наверное, последних изданий книги Гигиева на арабском языке. Здесь тоже вот как раз было написано, что это и есть шейхуль ислам, то есть один из высших, по сути, титулов, званий, да, в мире суннитского ислама. Вот. Это также показывает, что действительно человек имел очень большой авторитет и в арабском мире, потому что книги его, которые писал он на родном тюркском языке, а также и на блестящем арабском языке, они выходили здесь, в России, но и после этого выходили за рубежом, и в Берлине, и в Стамбуле, и в Каире, и в Хабаре, и Карачи. Они были очень хорошо известны современникам, и причем не только мусульманским богословам, но и ориенталистам. Вот. Надо сказать, что рецензию на одну из его работ, например, давал выдающийся известный наш академик Бартль. Значит, он помогал, и об этом тоже мы еще будем говорить, одному из патриархов европейского короноведения, значит, профессору Артуру Чефере, о чем тоже оба они будут вспоминать. Значит, надо сказать, что, конечно, идеи Гигиева они были неоднозначны, да, и вызывали очень острую полемику в мусульманском мире. Но очень интересно, значит, ну, кстати, это цитата из Джеффери, да, где как раз вот он говорит о том, что я благодарю Мусу Джаруллаха Ростов-на-Дону из Казани, ну так он пишет во всяком случае, да, что да, за помощь в работе над старинными рукописями Корана. Значит, вот, и полемизировали с ним ну, высшие представители традиционного духовенства. Вот одна из последних тоже переизданий – это книга последнего шейхуль ислама Османской империи. Это действительно шейхуль ислам, то есть высшее духовное звание, которое там было, то есть глава мусульманского духовенства Мустафа Сабри, который как раз написал отдельную работу, посвященную критики идей Гигиева. Но как сам Сабри говорил, Муса Гигиев один из немногих, с кем можно сегодня вести дискуссию на должном уровне. Вот. Вторая книга одного из шиитских богословов, муджтахидов, Абуль-Хусейна Шарафуддина, где тоже вот это, значит, ответы на те проблемы, которые были поставлены Мусой Джаруллахом. То есть помимо вот этих вот людей, на самом деле, Гигиев общался, знал, дискутировал, полемизировал с очень многими
и религиозными деятелями, и политическими деятелями Центральной Азии, Восточного Туркестана, Афганистана, Турции, Индии, Пакистана, да, многих-многих других регионов мусульманского мира, многих знал лично. Да, то есть еще раз, о чем я хотел сказать, о том, кем на самом деле Муса Джаруллах был и как он воспринимался своими современниками. Вот. Ну, наверное, совсем чуть-чуть, да, я расскажу все-таки о его биографии, так, очень детально. Я бы охарактеризовал вообще его жизнь таким словосочетанием, как вечный странник. Вечный странник. Да, несмотря на такую известность, популярность, интерес на самом деле к наследию, потому что его сегодня изучают, да, и у нас в стране, его в Турции вот, все эти годы изучали. Сегодня выходят диссертации, в том числе и на английском языке, посвященные его творчеству. Но очень много еще есть пробелов в его биографии, очень многие работы, к большому сожалению, до сих пор не найдены. Вот. И даже дата и место рождения Белиева на самом деле остается загадкой. Вот, по воспоминаниям его самого, он родился в ноябре или декабре 1875 года в городе Новочеркасск, нынешней Ярославской области. Вот. Но в некоторых работах также называются и 1873 года, 1874 года, в некоторых даже 1879 года. Также вот, говорят иногда о том, что он родился в городе Чимбар, это ныне Белинский называется, или в самом Ростов-на-Дону. На самом деле, действительно, семья его, она происходила, да, из татарского села Кикина, Чимбарского уезда Двинской губернии. Отец его, который занимался торговлей, он переехал в Ростов-на-Дону, и вот детство уже точно прошло его будущего мыслителя в этом городе. На самом деле вот с ним он связывал свое становление и очень часто подписывался Муса Ростов-Дани. Муса Ростов-Дани, и вот этот город своим именем прославил на самом деле на весь арабо-мусульманский мир. Да, Ростов-Дани, то есть ростовский, Муса Ростовский. Вот. Муса был вторым ребенком в семье, да, его старший брат был известный писатель татарским, Захир, но, к сожалению, очень рано умер. Оба они учились в Ростове-на-Дону, закончили русскую гимназию, да, и это тоже, кстати, очень такая отличительная особенность для того времени, поэтому он блестяще владел русским языком. И в 1888 году он уезжает в Казань, и мама отдает, кстати, вот мама тоже особую роль, да, сыграла в его жизни, потому что отца они потеряли рано, вот, и она была образованной женщиной, очень большое внимание уделяла вопросу образования своих детей. Он ее тоже очень любил, всегда вспоминал, и тоже, что вот характерно, некоторые свои работы подписывал Ибн Фатима, да, то есть сын Фатимы. То есть обычно, да, в мусульманской традиции, да, дается по имени отца. Да, вот Бедиев некоторые свои работы давал именно по имени матери, опять же, в дань уважения и того огромного вклада, который она сделала в его образование. Учился он, соответственно, вот, в Казанском медресе, по-разному он называется в источниках, иногда говорят, это Касымия или Гюльбуе, приозерная медресе, ну, кто знает Казань, это рядом с Апанаевской мечетью. Но надо сказать, что ему не понравилось, это старометодная медресе была, так называемая, да, то есть она использовала все старые методы образования. Он не был абсолютно впечатлен, тот человек, который учился, да, в реальной русской гимназии, да, и приезжает и сталкивается, по сути, вот с той средневековой системой. И он возвращается в Ростов-на-Дону, потом переезжает по той традиции, которая была заложена в Магран-Нахр, да, то есть Центральноазиатский регион, Бухара, Самарканд, и там, значит, учится тоже в различных медресе. Ну, надо сказать, что он тоже не был под большим впечатлением, но уже там решил остаться, берет частные уроки и по теоретическому богословию, как он сам вспоминает, значит, и по мусульманскому праву. Ну и надо сказать, что он изучает там также и философию, и математику, и где-то 3-4 года своей жизни он проводит там.
После возвращения он пытается поступить, как сообщается, на один из факультетов естественных наук в университет, но по причине незнания латыни у него это не получается. Вот. Он с новыми надеждами уезжает в Стамбул и там вступает в инженерную школу, по сути, технический университет, но там встречается со своим земляком, который уже долгое время живет в Турции, преподает там, значит, в военной школе. Кстати, считается, что он был одним из преподавателей будущего основателя Турецкой Республики, Мустафа Кемаля Ататюрка. Это Муса Египзаде. Муса Египзаде, надо сказать, что они еще и земляки были оба выходцы из пензенских татар. Вот. И как раз Муса Египзаде отговаривает его от того, чтобы продолжить получать техническое образование, то есть видя, да, его стремление к богословским знаниям, все-таки его призывает продолжить именно изучать ислам. И Бегиев, как считается, слушает этот совет, ищет в столице Османской империи какое-то соответствующее себе учебное заведение, но не находит его и отправляется в другой центр мусульманской учености, это Каир. В этом городе, на Ниле, он, опять же, на самом деле не учится в каком-то университете, как иногда кто-то пишет, он берет частные уроки, он посещает лекции, открытые лекции, которые проводятся в том числе и в Аль-Асаре, и слушает уроки таких выдающихся египетских деятелей, как Мухаммад Абдо, знакомится с ними лично, общается. Ну и надо сказать, что он всегда, где бы ни находился, это и до этого периода, и до следующего периода его жизни характера, он посещает библиотеки, да, изучает книги самостоятельно, изучает рукописи, в том числе и в Каирской библиотеке, которую он прекрасно знал. Вот, кстати, Абдул Джефери, которого мы сегодня уже с вами вспоминали, он как раз будет благодарить за помощь в том, что Бегиев ему помогает работать именно в Каирской библиотеке. Да? Ну, мы должны это правильно понимать, что это не так легко. Да? В любой библиотеке работать в архиве нелегко. Да? Но вот арабские архивы, арабские библиотеки, да? это огромный океан, в котором действительно можно утонуть. Вот и Бегиев это все прекрасно знает и очень хорошо в этом ориентируется. Вот, 3 года Бегиев провел в Каире и дальше отправляется в следующие для него центры мусульманского мира. Это святые города, Мекка, Медина. Здесь, безусловно, совершает паломничество как мусульманин, но и остается здесь, чтобы послушать лекции местных богословов. 1,5 года где-то он находится здесь. После этого, опять же, уезжает в другие центры, и один из таких очень важных, крупных и сегодня, на самом деле, центров суннитского ислама – это индийский Дилабанд. И некоторое время он находится там, слушает, опять же, лекции местных ученых, знакомится с ними, где-то полгода находится там, потом по некоторым сведениям опять едет в Сирию, Ливан, кто-то говорит, что опять он посещает Каир. Вот. Но в итоге нигде из этих регионов он долго, на самом деле, не задерживается, да, нигде ему не нравится вот тот уровень образования, да, об этом он пишет и в своей вот этой первой работе, которая здесь в соседнем зале у нас представлена, да, это, значит, история Корана и свитков. Вот. Но вот это путешествие в поисках знаний, как говорят мусульмане, оно, конечно, позволило ему изучить прекрасно арабский язык, персидский язык, получить вот такие вот глубокие знания через изучение книг, рукописей и собрать материал для своих дальнейших исследований. Потому что действительно, когда он приезжает в Россию, он пишет эту работу как раз по материалам, которые он собрал вот в этом своем странствии. Не знаю, о многом хочется сказать, не знаю просто, как все успеть, но значит, его семейная жизнь, она тоже вот сложилась интересным образом, потому что когда он еще находился в Египте, там он подружился с другим татарским студентом, это был сын очень известного суфийского наставника, шейха Мухаммада Закира Камалова, чистопольского Ибрагима, который тоже там учился. Когда они подружились, и сестра, значит, Камалова присылала ему письма, и вот он, значит, как-то читал эти письма. И Бегиев, когда услышал эти письма, он был впечатлен. Не фотографии, да, а вот именно содержание, мысли, которые были в этих письмах. И он попросил показать фотографию.
Вот. И как только он вернулся в Россию, он первым делом приехал к матери, а потом сразу же поехал в Чистополь. И, по сути, никогда не видя эту девушку, а только читая ее письма, он приехал к ней свататься. Вот. Надо сказать, что, к сожалению, они и в начале своей жизни, почти 10 лет, в силу тяжелого материального положения, да, они жили в разных городах. Вот он переехал в итоге в Санкт-Петербург, она вначале жила в Ростове с его матерью, потом с своими родителями в Чистополе. Ну и после вынужденной миграции в 30 году они уже больше никогда не увидятся. Да, но несмотря на это, да, у них родилось 8 детей. Вот, сегодня для меня большая честь, что сегодня в нашем зале есть потомки Бегиева, и поэтому род живет, и дай Бог, чтобы так и было. Но Бегиев всегда с большой теплотой вспоминал свою супругу. Вот одна из его работ была посвящена женщинам. Да, это женщина в свете аятов благородного Корана. И вот как раз там есть посвящение. Эта книга уже была написана в эмиграции, и там есть очень теплые слова по отношению к своей супруге. Да, но, к сожалению, она их так никогда и не прочитает, потому что книга в России не попадет в ее жизнь. Вот. Ну, что касается уже его служения, религии, науки, да, то вот он, будучи активным человеком, приезжает в столицу империи. Да, это, конечно, надо понимать, да, что это 1905 год, это, да, первая русская революция, да, это, да, знаменитый манифест о свободе совести и открытие печати, да, то есть это огромная, бурная жизнь, и Бегиев, конечно, не остается в стороне от этого. Он знакомится лично уже, он был впечатлен еще и в годы учебы теми работами, которые были изданы Абдрашидом Ибрагимовым, да, это другой видный деятель, да, татарской общественно-политической мысли. И вот в Санкт-Петербурге они знакомятся и начинают вместе издавать ряд газет. Надо сказать, что тоже интересное такое личное впечатление. Жители Санкт-Петербурга, татар, наши коллеги вот недавно вернулись как раз из этого города. Вот, как известно, татары Финляндии, да, они изначально многие жили как раз в Санкт-Петербурге. Вот я тоже знакомился с воспоминаниями их. И вот они, одна из как раз уже жительниц Финляндии, она вспоминала, значит, о том, как они первый раз увидели Мусу Бегиева и его друга Лутфу Исхаки на пятничной проповеди. Что их поразило? Во-первых, это два человека, которые вышли для проведения пятничного богослужения в европейском костюме. Да, то есть мы даже сегодня мусульманские священнослужители, да, обычно выходят, да, в челме, в халате, а здесь в это время два человека выходят в европейском костюме, в галстуке. Они говорят не на арабском языке проповедь, а на родном, на татарском языке. Вот. Но вместе с этим они поражаются чтению Корана Мусы Бегиевым, потому что, помимо всего прочего, он был хафизом Корана. И вот его часто просили также проводить в месяц Рамадан специальные рамаданские молитвы, когда прочитывается весь Коран. Вот. Но, конечно, Бегиев не ограничивается только пасторским служением. Да, он, вот, как мы уже сказали, да, активно работает в газете вместе с Ибрагимовым. Но в 1907 году, да, так называемый Третьимский переворот произошел, и газета она была закрыта, Ибрагимов был предан суду, и вот это событие, конечно, немножко охлаждает Бегиева вот такой общественно-политической деятельности, и вот с этого периода он в большей степени начинает заниматься уже наукой. И очень плодовито, потому что практически каждый год у него выходит несколько книг. Если мы возьмем только вот этот вот период дореволюционный, то есть с 1905 по начало 1918 года, то в Санкт-Петербурге, ну, Петрограде, да, который потом стал называться, Казань, Оренбург, Москва, да, выходят его работы. Несколько десятков оригинальных исследований, они посвящены крановедению, хадисоведению, или практические, или
методологические вопросы мусульманского права, философии, истории религий, арабской, персидской литературы, переводы на татарский язык с арабского, с персидского. Да, вот, например, он переводил Абу аль-Маари, очень известный арабский поэт средневековый, хафиз. Значит, ну вот я, конечно же, хотел в большей степени поговорить о его короноведческих работах, потому что, еще раз, да, это огромный океан, да, который мы охватить полностью с вами в рамках одной лекции, конечно же, не сможем. А сегодняшняя наша тема, она в большей степени, конечно, посвящена Мусе Бедиеву как короноведу. Вот это его первая изданная работа, еще раз повторюсь, в соседнем зале лежит оригинал, вы можете посмотреть, да, это Тарих аль-Куран валь-Масахиф, то есть история Корана и его сводов. В 1905 году в Санкт-Петербурге она вышла. Но на самом деле вот, работ, которые посвящены непосредственно именно вопросам короноведения, понятно, что он как богослов, он везде касается, да, Корана, ссылается, как его комментирует, но это вот конкретная область, да, мусульманского знания, где изучается сам непосредственно Коран. Да, вот здесь как раз представлены те работы, о которых мы, по крайней мере, знаем. Да, вот, здесь это и вот, история Корана, это и комментарии, которые пишет Бедиев на классику жанра, например, Шатиби, да, Ибн аль-Джазари. Это книги, которые говорят о 10 чтениях Корана, да, то есть если кто-то знает, да, что есть 7 канонических и 3 так называемых неканонических Корана, вот, и средневековый автор Ибн аль-Джазари, да, он по сей день считается основным автором по этой теме. И вот Бедиев переиздает эту работу, во-первых, но и дает ей значит, свой комментарий. Еще одна очень интересная, важная работа, да, это Тасих Расм аль-Куран. Она на татарском языке вышла в 1909 году в Казани. На самом деле она посвящена вопросам ошибок в типографском Коране, который издавался в Казани. Целая серия была больших публикаций вначале в татарской прессе Бедиевым. Он выступал с лекциями на эту тему и в Казани, и в Оренбурге. Это вызвало очень большую дискуссию в татаро-мусульманском обществе. Вот. И даже великий татарский поэт Кабдулла Тукай, он посвятил этому событию одно такое шуточное четверостишье, я ему позволю себе зачитать. «Безным Муса хичтик тормаз, ялгыш тапкан Кор'аннан». Да, наш Муса не сидит на месте, он даже в Коране нашел ошибки. Вот. Но еще раз подчеркну, что на самом деле не в самом Коране, да, а в изданиях казанских, да, типографских. Способом здесь тоже, кстати, представлены эти издания, очень интересные, да, но действительно типографским способом, когда начали издаваться, там были ошибки, об этом говорил еще и Марджани, и тоже на это указывал, да, то есть там какие-то ошибки появлялись новые, какие-то, да, исправлялись, но вот Муса Бедиев на это обратил внимание, надо сказать, вот те ошибки, о которых он указал, они потом были приняты не только в России, но и на самом деле для вот, так скажем, подготовки так называемого каирского канонического издания, по которому мы сегодня, в принципе, вот, используем, да, в наших богослужебных целях. Вот. Еще вот те работы, которые за рубежом были изданы уже на арабском языке в большей степени, да, это Сарф аль-Куран, да, то есть это посвящено непосредственно, да, значит, синтаксису, да, Корана, работы, которые были посвящены, значит, названию сур, очень интересная работа, которая посвящена, значит, зачинам сур, да, то есть вот, это те буквы, да, с которых начинаются некоторые суры, Алиф Лям Мим, Ясин, там самая известная, наверное, да, и целая отдельная работа у Бедиева была посвящена разбору этого. Мы об этих буквах, наверное, сегодня тоже, если успеем, еще немножко поговорим. И вот еще одна очень интересная работа, это, значит, Ильхам ар-Рахман фи тафсир аль-Куран. Это
по сути, комментарий к Корану, причем комментарий к комментарию, да, то есть это был один из индийских богословов. И Бегиев вот в соответствии с другим индийским богословом, Убайдуллах ас-Синди, он, значит, готовит этот комментарий. К сожалению, он сегодня не изучен еще, хотя доступ есть, и было бы, конечно, тоже очень интересно посмотреть, как те или иные аяты здесь Бегиевым были рассмотрены. Вот. Но вот что касается, собственно, экзегетической работы Бегиева, да, то есть комментария к самому Корану, то нам сегодня известна только одна работа, о которой я сегодня в большей степени хотел говорить. Надо сказать, что известно о его переводе Корана на татарский язык. В 1912 году он сам заявил о том, что этот перевод готов, но, к большому сожалению, он был запрещен Оренбургским капитанским духовным собранием в то время к изданию, вот, ну и потом был утерян. Да, в начале 10-х годов, 2010-х годов в Казани было сделано издание, но, к сожалению, на самом деле это не было изданием перевода Бегиева, а это было издание того Корана, перевода на османский язык, который Бегиев привез из одной из своих поездок. Поэтому, к сожалению, сегодня его перевод на татарский язык или какие-то другие вот именно работы, посвященные непосредственно комментированию Корана, вот помимо этой работы Фикх аль-Куран, нам неизвестно. Вот. И поэтому это действительно уникальный, по сути, труд, да, который отражает и его подход к комментированию священного текста, с одной стороны, и с другой стороны он олицетворяет собой тоже уникальный пример вообще подхода джадидов, ярким представителем которого Бегиев как раз и являлся, да, потому что вообще джадидских комментариев мы тоже не знаем. Да, о переводе Корана разные джадиды заявляли, но вот именно комментария к Корану, и причем еще и комментарий Корана, который был написан на арабском языке, мы тоже этого, к сожалению, сегодня не знаем, вот, помимо вот этой работы Бегиева. Поэтому действительно это очень интересный, уникальный, как мне кажется, образец, о котором хочется поговорить поподробнее. И вот эту книгу, она небольшая на самом деле, но мы ее перевели в некоторых, значит, журналах, отрывки из этого перевода они были даны, я потом в конце дам ссылки, если кому-то интересно, чтобы уже непосредственно познакомиться с, значит, переводом самим, почитать более внимательно. Вот. Значит, Фикх аль-Куран называется эта работа. Ну, тем, кто знаком с мусульманской терминологией, я думаю, что первое слово, второе понятно всем знакомо, а первое слово тоже о чем-то говорит, но на самом деле это не то, о чем вы подумали. Потому что слово фикх мы обычно, да, понимаем как мусульманское право, мусульманское, исламское, религиозное право, да, в котором разбираются какие-то вопросы, связанные там, с богослужебной практикой или с вопросами там, общественных взаимоотношений. Вот. И на самом деле такие тафсиры, в принципе, такой жанр тафсиров в мусульманской традиции существует. Да, начиная с раннего средневековья были отдельные работы, которые рассматривали непосредственно аяты, в которых какие-то есть законодательные нормы. Это называется тафсир аятуль ахкам. Вот. И многие, когда видят название этой работы Бегиева, они тоже ошибочно начинают думать, что эта работа она посвящена непосредственно вот каким-то правовым нормам Корана. А на самом деле это не так. Кстати, эта ошибка она была даже у современников Бегиева, потому что после выхода этой книги, значит, в журнале «Шура», известнейшем, да, одном из самых популярных журналов татарских, который выпускал Фахриддин в Оренбурге, да, там была некая такая аннотация, ну не рецензия, а вот именно аннотация, и там как раз говорилось, что вот, наконец-то в татарском мире вышел правовой комментарий Корану, и вот он, значит, там даже сравнивается с, значит, работами средневековых правоведов, факихов. Но на самом деле, еще раз подчеркну, это абсолютно не так, это тоже свидетельствует о том, что работы его там никто тогда не читал, не анализировал. Поэтому мы переводим название не по терминологическому значению этого слова, а по его
лексическому значению, потому что на самом деле слово фикх с арабского языка дословно переводится как понимание, Вот, поэтому мы говорим о том, что это понимание Корана. Действительно, содержание самой работы Бегиева именно на это нас обращает, потому что здесь он именно говорит больше вообще о понимании смыслов аятов. И вообще вопросов права как таковых не разбирает, только вскользь там вопрос, связанный там с басмилей, там, когда его можно говорить, когда его нельзя говорить. То есть, это вот абсолютно не является основным для его работы. Вот. Но прежде чем поговорить об этой работе, я хотел бы также сказать о его методологии. В этой работе в самой она не описана, но в другой своей работе «Халут Назара на Бернича Масаля», то есть несколько вопросов внимания народа, он говорит о 10 принципах, которыми он пользуется при работе с Кораном. И в большей степени он здесь говорит именно о переводе Корана, но я думаю, что это можно также проецировать и на вот тот комментарий, который он дает. И поэтому вот прежде чем говорить о самой работе, давайте посмотрим, что же для него важно. Это тоже, мне кажется, очень интересно. Вот первое – это использование тафсиров, комментариев признанных ученых. Вот сегодня иногда кто-то может сказать о том, что вот Бегиев, значит, он рушит все авторитеты, да, он не, значит, создает, по сути, да, там, религию заново, кто-то такие вещи говорит. Но на самом деле это не так. Да, потому что действительно Бегиев очень многие вещи переосмысливает, дает новое прочтение. Но для него существуют, безусловно, авторитеты, средневековые имамы. Но он их, конечно же, не канонизирует, но говорит, что без изучения этих средневековых классических работ говорить ни о чем просто нельзя. Вот еще одна работа, которую мы переводили, это как раз концепция университета Бегиева. И вот там он как раз показывает, вот, что нужно пройти, прежде чем стать мусульманским богословом. Это на самом деле очень сложный путь. Мы как раз вспоминали с вами в самом начале, да, вот двух наших выдающихся востоковедов, да, которые получили начальные знания у Бегиева, да, и это только были начальные знания. И вот эти два профессора, два доктора наук. Что же говорить можно о тех людях, которые бы полный курс прошли. Вот, и поэтому действительно Бегиев прекрасно знает источники средневековые, он на них ссылается, он их цитирует, он их где-то критикует, он где-то их переосмысливает, переоценивает, но опять же говорит о том, что без этого понимать Коран тоже нельзя. Второе – это комментарий Корана по самому Корану. И здесь надо сказать, что в принципе этот метод, он, конечно, не нов, об этом говорили все классики, но если классики об этом заявляли и очень часто не следовали, то Бегиев действительно этому следует. И беря ту или иную кораническую лексему, да, то есть слово, он старается просмотреть, как это на самом деле сегодня делают очень многие востоковеды, короноведы, посмотреть весь порядок употребления этой лексемы в Коране. То есть, по сути, это то, что было заложено изначально еще в мусульманской традиции, но очень часто не использовалось. А Бегиев делает это. И, например, вот в этой работе он рассматривает употребление слова «гуда». Да, вот в суре Аль-Фатиха есть аят, где говорится «Идина ссарату мустаким», и там вот, значит, лексема, которая связана с корнем «хада». Да, и вот он, «хадая», да, и вот он, значит, здесь как раз ее рассматривает. Вот. И это очень важно и интересно. Отсюда, на самом деле, выходит вот это вот третье. Это лингвистический анализ. Опять же, это не ново. Вот сейчас мы с профессором Фроловым подготовили перевод введения первого, по сути, экзегета мусульманского, как его называют, имама, муфассиров, Табари. И Табари в X веке тоже об этом пишет, что очень важно, чтобы мы делали лингвистический анализ, да, по сути, что мы должны рассматривать, как та или иная лексема, то или иное выражение, значит, оно употребляется там не только в самом Коране, но и вообще в языке арабов, для исламской словесности и так далее, и так далее. И вот, опять же, очень часто это было вот в Средневековье на каком-то декларативном уровне. Но Бегиев здесь старается это тоже вот в реальности уже воплощать. И вообще язык для него, конечно, имеет очень важное значение. Четвертое – это перечисление всех вариантов чтения кираата.
вот отдельная книга у него была посвящена, да, комментарий к средневековой работе, о которой мы сегодня вспоминали. И вот очень интересно, что вот, в переводе Корана, он говорит, необходимо дать все варианты значений. Если какой-то оттенок смысла есть в другом кираате, в другом чтении, то мы должны это дать в переводе. Пятое, вот как раз приведение всех значений предложения возможно с точки зрения языка. Шестое, недопустимость отступления от синтаксической структуры предложения. Седьмое, недопустимость подстраивания смысла аята под положение богословия и философии. Да, то есть это тоже вот очень интересно, потому что часто уже есть какие-то клише, да, есть уже какие-то определенные вещи, которые заложены в сознании мусульманском, да, но и говорят, что мы должны смотреть на сам текст. Восьмое, недопустимость подстраивания смысла аята под предание, да, ривая, который тоже очень часто в средневековых тафсирах доминирует. Вот интересно, опять же, сравнивать, например, Табари, да, одного из авторитетов, еще раз, да, первого, по сути, который собрал в письменный вид комментарий ко всему Корану, то, например, в суре Аль-Фатиха у него там около 200 преданий. У Бедиева всего 4. Да, то есть 200 и 4, да, то есть вот тоже отношение к преданию. Хотя надо сказать, что Бедиев не отрицает как таковое предание, да, то есть он не отрицает сунну как довод, да, то есть он его признает, но он говорит, что мы должны все-таки давать доминанту именно кораническому тексту. Вот. Ну и вот учет образной системы языка, то есть это что? Да, то есть есть определенные образы, да, для араба, живущего в 7 веке, да, образ верблюда, например, в Коране. Да, нам сегодня он не очень близок, да, очень многие из нас верблюда видели на картинке там, или один раз в жизни в зоопарке. Да, для араба 7 века верблюд это тот, который живет практически рядом с ним, рядом. И вот эти образы, да, связанные с верблюдом, они ему очень хорошо знакомы. И вот очень важно, говорит Бедиев, передать этот образ в систему этого языка, на котором мы говорим, да, или прокомментировать, объяснить это так, как это видел, значит, араб в 7 веке. Но это не только связано с верблюдом, конечно, но и с другими образами, которые были, соответственно, хорошо понятны читателю Корана в 7 веке, ну и могут быть непонятны современникам. Переходя уже непосредственно к самой работе, анализируя эту небольшую работу, которая посвящена непосредственно, значит, суре Аль-Фатиха, да, вообще Бедиев задумывал полный комментарий, но, опять же, в силу там, определенных его, да, жизненных обстоятельств, это не удалось ему сделать. Ну, во всяком случае, мы не знаем о продолжении этой работы, хотя вот, опять же, Мехмед Гермес, о котором мы сегодня уже тоже говорили, он говорит, пишет в своих, значит, исследованиях о том, что якобы у Бедиева был двухтомный собственный, вот не тот, который мы вспоминали, а именно свой комментарий издан, но в реальности вот, и ссылок каких-то мы даже не видели. Да, то есть возможно это было, потому что я еще раз хочу сказать, что очень много нам еще неизвестно. Вот. Но вот из того, что нам известно, это вот Фикх аль-Куран, который посвящен непосредственно суре Аль-Фатиха, да, первой суре Корана и первым 5 аятам суры Аль-Бакара. На самом деле они связаны между собой, но в то же время, конечно, это начало Корана, это тоже раскрывает очень многие вещи, связанные с пониманием Бедиева вообще коранического текста. Ну, я думаю, что многие читали Коран, да, особенно мусульмане, хорошо знают, о чем говорится в этой первой суре, но вот анализируя подход Бедиева, мы выявили в нем вот такие вот гуманистическую интенцию, которая была связана и с антропоцентризмом, рационализмом, социальной направленностью, инклюзивизмом. Да, вот попытаюсь сейчас раскрыть, что здесь имеется в виду. Да, ну вот антропоцентризм, да, то есть в центре человека. Да, очень часто на самом деле говорят о том, что, конечно, в Священном Писании вообще и в комментариях, да, в центре Бог. Да, и, конечно, все это говорится о Боге, об эсхатологии. Вот, но что интересно в подходе Бедиева, что он в центр ставит человека. Вот те, кто помнит Фатиху, да, там вообще о человеке как таковом ничего не говорится. Да, то есть там говорится, да, о Боге, да, перечисляются его атрибуты, да, есть мольба о водительстве Божьем, да, то есть
Но Бедиев говорит о человеке, даже говоря об атрибутах Бога. То есть для него те атрибуты, которые перечисляются в этой суре, по крайней мере, да, они направлены на человека, да, то есть милость, милосердие, да, значит, господство, да, ну, нехорошее слово на самом деле для перевода, хотя принято так переводить на русский язык, да, но попечение, наверное, даже лучше, да, когда мы переводим слово раб. И вот все это, он говорит, это все обращено к человеку. Тоже очень интересный момент, первый аят, когда рассматривает Бедиев, это «Альхамдулиллахи раббил алямин», да, то есть слава Богу, как раз попечителю миров. И обычно что рассматривается здесь, да, комментаторами о необходимости восхваления Бога, Создателя и так далее. Да, Бедиев несколько абзацев говорит об этом, а потом несколько страниц говорит о том, должен ли человек стремиться к славе. И вот, кстати, в отличие от одного из таких классиков правоведческих тафсиров, Ибн Аль-Араби, который говорит, нет, ни в коем случае этого делать нельзя человеку, Бедиев говорит, нужно, человеку это необходимо, потому что если у него есть это стремление к славе, то это как раз, говорит, мотивирует его на хорошие поступки. Вот. Поэтому даже вот, казалось бы, в таком аяте, где совсем далеко, да, вроде бы человек, да, Бедиев говорит и старается, значит, акцентировать внимание на именно роли человека и на том, как это проявляется на человеке, да, то есть как Божья милость проявляется на человеке, как человек получает Божье водительство, да, какую пользу приносит поклонение человеку, да, какую пользу приносит человеку молитва, какую важную роль для человеческого общества несет выделение средств на благотворительность, социальное служение, какая мораль выводится из того или иного повествования и даже грамматического оборота. Вот, поэтому здесь, конечно же, важнейшей особенностью коранического послания Бедиев называет то, что религиозные убеждения, то, что по-арабски называется акаид, они строятся именно на рациональных доводах, то есть не просто на принятии. Да, вот, об этом на самом деле тоже сегодня очень многие современные авторы говорят, да, вот, например, можно ли говорить и употреблять слово догма по отношению к каких-то постулатов мусульманского вероучения. Да? То есть догма это то, что мы должны как бы принять на веру. А вот Бедиев, ну и не только он на самом деле, да, говорит, что нет, это все доказывается рационально. И вот эти вот вещи, они как раз лежат в основе понимания и существования Бога и его атрибутов. В этом как раз и кроется рационализм Бедиева. Это также можно прочитать и в каких-то моральных практических нормах, которые есть в Коране. Он говорит, что эти нормы, опять же, они построены и даны Богом людям не просто так, а они, опять же, несут какую-то важную пользу. Они обязательно должны приносить благо и самому человеку, и обществу в целом. Вот. Он считает, что настоящая вера, религия, они порождаются в сознании человека не страхом, не нуждой, вот как сегодня об этом тоже там очень часто, да, в религиоведческих каких-то книгах пишут, да. Он говорит, нет, это через только созерцание мира, бытия, да, и это является следствием благодарности. Вот. Поэтому дух, цель религиозного закона для Бедиева много важнее внешней формы. И вот ошибка в понимании смысла молитвы, забвения дух обрядов, он говорит, что это как раз есть отклонение от цели, которая была дана законодательно, то есть Богом в правилах общественных отношений. И это как раз является заблуждением, о котором говорится в конце Фатихи. Богослов особо отмечает, что свобода человека, полнота его выбора во всех своих действиях определяется разумом. И это есть великое начало, без которого нет ни ответственности, ни заслуги человеческой. И это есть Божий дар. Опять же, кто помнит Фатиху, там говорится о просьбе о помощи. Да, мы обращаемся к тебе за помощью. И вот опять же, сравнивая с Таборем. Таборь четко говорит, например, в X веке о том, что мы просим Бога даже помочь нам в соблюдении обрядов. Бедиев смотрит совсем по-иному. Он говорит, нет, да, мы просим Бога о помощи. Но разумный, говорит Бедиев, это только тот человек, который, ища помощи, прилагает все собственные усилия для того, чтобы эта помощь ему была оказана.
Да, при этом он особо отмечает, что нужно использовать только соответствующие тому, что ты просишь, да, ищешь в чем помощи вещи, да, только естественные для решения вот этого вопроса средства, то есть не искать чудес. Проблема чудес тоже очень интересна. Это не в тех аятах, которые рассматривают здесь в этой работе Бегиев, но вот дальше во второй суре, который 67-73 аяты, говорится об истории, связанной с коровой. Да, вторая сура в Коране называется «Корова». Да. И очень часто, да, вот эта история, связанная с коровой, она рассматривается именно как какое-то некое чудо. Бегиев здесь как раз говорит, что нет. Он говорит, что это указание на то, что природные явления, когда их соединяют преднамеренно, или когда они соединяются или выстраиваются в случайном порядке, порождают другие природные явления. Ну, если вы не помните, да, то есть там история о чем была, да, что частью коровы, значит, ударили мертвеца, и он воскрес. Вот это как некое чудо. Вот Бегиев даже это аят рассматривает, что нет, это не чудо. Это соединение неких богоданных природных элементов между собой, которые породили вот такое явление, которое, может быть, нам изначально показалось чудом, но на самом деле оно таковым не является. И поэтому он говорит, это опять же призыв к чему? Познанию мира, изучению и тому, чтобы мы совмещали опытным путем различные элементы, то есть призыв к такому научному познанию мира, изучению окружающей среды. Вот. Конечно, вот дальше в Фатихе говорится о Божьем водительстве. И здесь тоже очень интересна концепция Бегиева. Он говорит, что Божье водительство человеку дается посредством трех вещей. Первое – это природные инстинкты, врожденные навыки. Второе – это разум, а третье – это религия. Ну, природные инстинкты, врожденные навыки, здесь, я думаю, все понятно. Вот что касается разума, да, то вот очень многие философы, да, они абсолютизируют разум, то вот здесь Бегиева позиция достаточно умеренная, он его не абсолютизирует. Да, он говорит, что разум не всегда имеет возможности найти путь к познанию того, что Бог вменил ему в обязанность, в чем заключается счастье для человека. Поэтому он говорит, что нужна еще одна форма водительства. Это как раз и есть религия, да, то есть это как раз и есть ниспослание пророков и Священного Писания. Но в то же время он говорит, что пророков и Священное Писание понять без разума также невозможно. И поэтому водительство религии, говорит он, строится тоже на познании человеком Божьего послания, да, и мира бытия. И никакого результата не будет в случае, если человек этого усвоить не может. Вообще Бегиев выделяет три вида вещей в отношении познаваемости человека. Первое – это то, что как раз познается человеком, да, чувствами, разумом. Он говорит, что большинство вещей в этом мире, они таковые. Да, большинство этих вещей мы можем познать. Второе, говорит, что это постижение сердцем через принятие пророческих сообщений. Да, то есть вот то, что дает как раз религия. И здесь надо сказать, что как раз только некоторые основоположения религиозных верований приходят таким образом, как вы вначале сказали, например, сама вера по Бегиеву, она должна быть тоже достигнута через путь познания, рационально. Вот. А какие-то уже вещи, там, например, связанные с обрядовой практикой, это вот то, что уже принимается. Вот. А третье, это то, что полностью скрыто от людского познания. Да, это то, что никогда никому из людей не будет открыто. И вот здесь тоже отличие Бегиева уже от каких-то крайних модернистов, от философов, как раз заключается в том, что он все-таки эту сферу тоже выделяет. Говорит, что такая сфера того, что человек не может самостоятельно вообще познать ни чувством, ни разумом, ни сердцем, есть. Вот. Он говорит, что это только то, что дает Бог, например, пророкам, своим избранникам. Вот. Отсюда следует еще один очень интересный вопрос, который Бегиев тоже разбирает. Коран. Все ли мы можем познать в Коране? И надо сказать, что он говорит и принимает, в принципе, учение о аятах мухкам и муташабих, да, то есть аятах, которые как бы ясные по смыслу, но по-разному тоже переводят, да, и некоторые переводы многозначные, или как смысл которых скрыт, да, вот. Есть ли такого рода аяты? Бегиев говорит, есть. Но это только аяты зачины, вот о которых отдельную книгу сегодня тоже вспоминают Бегиевскую, да, то есть это вот те аяты, которые содержат в себе алиф, лам, мим, там, или ясин. То есть Бегиев здесь стоит на позиции, что их никак человеку
понять, расшифровать нельзя. Хотя на самом деле и в средневековой мусульманской науке были разные подходы к этому вопросу, да, кто там через нумерологию это трактует, там, но Бедиев все это отрицает, говорит, нет, эти аяты нам понять никак нельзя. Говорит, но здесь при этом есть очень важный Божий посыл, потому что если сложить все эти буквы вместе, то всего это 14 букв арабского алфавита. Вот если задуматься, 14 букв, говорит Бедиев, это ровно половина, всего 28. Он говорит, а это Бог нам таким образом говорит, что из всего созданного многом мира бытия ровно половина есть то, что мы можем познать, а ровно половина есть то, что мы познать не можем. Вот. Ну, так понимает Бедиев, опять же. Что касается практических вопросов, о которых тоже в Фатихе говорится, он говорит, что самое важное, вот именно положение, которое есть в религии, связано именно с общественными взаимоотношениями, это регуляция взаимоотношений, регулирование взаимоотношений, да, между людьми и порядок в обществе. И вот он говорит об исламе именно как о той религии, которая объединила в себе все хорошее из всего того, что было дано ранее. Да, он нам помогает усовершенствовать социальную систему человеческого общества. Моральные и практические нормы, выстроенные на основе правил, позволяющих достичь пользы и блага, устранить все вредоносное. Вот заканчивается Фатиха как раз тем, что есть прямой путь, что есть те, кто под гневом, и есть блуждающие. Вот он тоже здесь интересно говорит, кто это такие. И он не ограничивает это только какими-то определенными группами, да, как очень часто тоже в средневековых тафсирах мы это можем увидеть. Он говорит, что это могут быть представители очень разных религий, в том числе и мусульмане, которые тоже могут быть, говорит он, и блуждающими на самом деле, и даже под гневом Божьим. А не только все, кто назвал себя мусульманами, находятся на прямом пути. И точно так же он говорит, это может быть все эти группы других религий. Да? То есть он расширяет, да, вот это вот, понимание. Здесь тоже очень интересно, где говорится о заблудших, рассматривает вопрос, а вот если заблудшее все общество, то какие санкции здесь принимает Господь? И он говорит, что если заблудший только один человек, да, то Бог может дать ему возможность покаяться, и Бог может дать ему возможность исправиться и вообще просто его простить. А вот если, говорит, все общество, то как раз анализируя примеры употребления этого слова в отношении других предыдущих, так называемых, да, народов, он говорит, что он может это все общество в целом как раз и покарать. Вот. Таким образом, это, как нам тоже кажется, показывает вот эту вот социальную направленность, да, вот, изучения Бедиева этих сур. И таким образом, как я уже в самом начале сказал, действительно такой уникальный образец джихадистского прочтения Корана, где вот такие акценты делаются в первую очередь именно на человеке, на социуме, да, и на рационализме. Ну, это, наверное, все, что я сейчас хотел вам рассказать, смог рассказать. Поэтому, если есть какие-то вопросы, давайте пообщаемся. Спасибо, во-первых, Соломонович, за блестящую лекцию. Ну, вот вопрос такой, вот как раз здесь гуманистическая тенденция, первым пунктом антропоцентризм. Вот по ходу всего такого изложения, да, его взгляд, складывается впечатление, что он, конечно, человек своего времени и живет в эпоху вот какого-то влияния внешних философских течений. Изучались и вами, или коллегами, или восточными авторами, а может быть у него у самого прослеживались какие-то идеи относительно влияния на него светских философских учений. Это как бы первая часть. И дополнение, вот вы сказали о таком распространенном его представлении, как мусульманство Лютера. Нет ли в нем, в его идеях, влияния протестантских теологий своего времени, своей эпохи? И вообще, каковы его отношения к христианству? Да, большое спасибо. Что касается влияния философов, западных, в первую очередь, да, мы говорим про западную философию, то сам Бедиев не ссылается, во всяком случае, на западных каких-то философов, не упоминает никого конкретно. Мог ли он их
знать, изучать, то, конечно же, скорее всего, да, вы сказали, что он, да, ну, по крайней мере, русский из европейских языков точно знал, и очень хорошо. Но, как вот я тоже сегодня говорил, очень многое, по крайней мере, даже из-за анализа этой работы, его все-таки разнит вот именно философского подхода. Вот тот же антропоцентризм, о котором был упомянут. Но надо сказать, что антропоцентризм это не только вот характерно для философов, в принципе, для мусульманской мысли, в том числе для средневековой, может быть, не для такой ортодоксальной, классической, все же это тоже было и просматривалось очень много у многих авторов. Вот. Что касается влияния протестантизма, то тоже, на мой взгляд, во всяком случае, мы не можем об этом говорить. Вряд ли он был знаком с какими-то богословскими там работами протестантов. Да, его называли, причем называли вот, именно не в мусульманской среде Лютера, да, но сам он от этого отказывался. Да, он не хотел, чтобы его называли реформатором, Лютером. Да, вот, известная его цитата, он говорит, что не ислам надо реформировать, а наше понимание ислама, то проблема не в Коране, не в первоисточнике, не в Сунне даже, да, то есть, потому что ну, вот одна из важнейших положений протестантизма, как мы знаем, да, это только Писание. В истории мусульманской мысли такие школы тоже были. Но Бегиев стоит на защите Сунны, на защите предания. У него отдельная работа, которая была написана уже в эмиграции, но она известна, она даже сейчас, вот, насколько я знаю, на русский язык переведена и готовится к изданию, это Китаба Сунна, которая как раз вот в начале он пишет, что я как раз вот ее написал в защиту Сунны. Поэтому он не отказывается от этого. Вот. И здесь, конечно, вот какие-то такие протестантские вот, идеи в его учении тоже сложно увидеть. Ну, во всяком случае, на мой взгляд, это все-таки такое именно нарицательное, которое было ему, вот, причем извне, так скажем, дано. Вот. В то же время вот, вообще можно задуматься, и некоторые авторы тоже ставят этот вопрос, насколько Бегиев джадид. Вот один из турецких исследователей Бегиева, Ахмед Кандадаре, который, как мне кажется, написал самую лучшую работу, которая сегодня есть по биографии Бегиева, где он действительно очень глубоко изучает сами работы Бегиева, не только его биографию. Значит, вот он свою книгу как раз назвал Муса Бегиев между джадидами и кадимистами. Потому что вот были более, в татарском даже мире, были более крайние реформаторы. Например, Камали. Зиюддин Камали, ректор знаменитого медресе Алия в Уфе, автор знаменитой работы «Философия ислама». Бегиев с ними соглашается по целому ряду вопросов. Хотя Камали тоже ученик Абдой, на самом деле даже больше, наверное, ученик Абдой, чем сам Бегиев. По ряду вопросов он его критикует за излишний модернизм, там, или, например, такой вообще малоизвестный, тоже, кстати, из Уфы автор, значит, Закир Аюханов. Я его тоже переводил в свое время. У него работа была посвящена ростовщичеству. 2 года серия публикаций была в журнале «Шура». Так вот, Бегиев целую книгу посвятил полемике с Закиром Аюхановым, где он говорит, что нельзя так подходить к вопросам богословским, что это излишне, модерново, да, ты не используешь источники, он пишет там, да, как раз мы говорили, да, о важности средневековых источников. Бегиев за это, например, критикует Аюханова. То есть действительно вот здесь это особая личность, конечно, много на него повлияло, и в том числе, в первой, да, в большей степени даже, это, конечно, сама мусульманская мысль, в том числе и философская мысль ислама, и, конечно же, мутазилиты, да, которые, безусловно, на него тоже повлияли, но это вот в большей степени это все-таки человек мусульманского мира, да, вот мы чуть-чуть затронули его биографию, да, человек, который вот, путешествовал, да, и изучал очень разные взгляды, которые существовали внутри мусульманского мира. Поэтому вот влияние именно вот это продукт, я считаю, не мусульманского мира, да, но современного мусульманского мира. Да, спасибо. Я понял, он вложил
новый подход к герменевтике, да, то есть дал некую новую систему, вот, синтезировал, как говорится, все, что было до него. И если это так, то есть ли продолжение какое-то, скажем так, этому методу его им данных. Да, спасибо большое. Отчасти, да, это можно говорить о том, что он заложил этот новый метод герменевтики, но все же вот так вот отдельно, как некая школа, оно не было ни им сформулировано, не получилось его дальнейшего продолжения. Да, потому что вот его ученики, о которых мы сегодня вот, упомянули из тех известных учеников, они, конечно, в советское время заниматься тафсирами не могли себе позволить. Да, это было в то время никак невозможно. Хотя вот Анас Бакич Халидов, да, не прямой его ученик, да, вот, а сын его ученика, он, как мы знаем, подготовил перевод Корана на татарский язык. К большому сожалению, он тоже не издан, и даже вот, исследователи не имеют возможности сегодня его посмотреть, хотя это было бы очень интересно. Да, потому что вот, действительно Анас Бакич себе, скорее всего, вот эту вот традицию, в том числе бегиевскую, через отца вобрал. И, конечно, эта традиция вот нашего востоковедения, через Строчковского, и как он это перевел? Потому что, ну, вот, насколько известно, что он, например, не использовал арабизмов. Да, мы прекрасно знаем, что в татарском языке там, процентов 30, по самым скромным подсчетам, это арабизм. Мы их используем, да, в современном даже татарском языке, не задумываясь. А вот Анас Бакич, вот, насколько вот известно, он строго поставил себе такую цель, что в переводе арабизм не использовать, да, а искать тюркские аналоги. Да, вот, возможно, это тоже вот некое такое продолжение подхода Бегиева. Вот. Ну, для арабского мира тоже нам неизвестно. К сожалению, да, что где-то кто-то вот, действительно вот, там, ссылается на Бегиева и дает, хотя, вот, например, другая работа, воззвание к мусульманским нациям, она в большей степени, конечно, такого политического характера, да, некий такой антикоммунистический манифест, который Бегиев в начале 20-х годов написал, это там, по некоторым сведениям стало как раз вот причиной там, его и ареста. Вот, известный хроновед, востоковед питерский Ефим Анатольевич Езван, он говорит, что вот эта работа очень сильно повлияла на такого известного египетского деятеля, как Сейд Кутб. Но опять же это под большим вопросом, как мне кажется, но во всяком случае вот, такое мнение тоже существует. Вот. Так, пожалуйста. Ну, во-первых, действительно благодарим вас за прекрасную лекцию. И хотел спросить, иногда говорят, что Бегиев призывал к тому, что идея была универсальности божественной миссии, о том, что все религии, значит, истинны, и что, значит, все будут прощены Аллахом. Ну вот есть такая трактовка. Хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Да, большое спасибо. Действительно, это, наверное, одна из самых известных идей Бегиева, во всяком случае, в мусульманском мире. Его ассоциируют именно с ней, хотя это далеко не единственная из тех идей, которые высказывал Бегиев. В свое время он прочитал курс лекций в Оренбургском медресе, в Сейния, как раз посвященная теме всеохватности, как по-русски вот Айдар Хейрудинов это перевел, о всеохватности божественного милосердия. И потом это как раз вылилось в отдельную публикацию одноименную, которая как раз вот стала очень популярна в мусульманском мире. И как раз вот именно на нее в большей степени была направлена вот эта вот критика шейху ислама, Османской империи, Мустафы Сабри. Значит, что вкратце, если говорить об этой идее, сказанного Бегиева? Во-первых, он не сам изобретает эту идею. Он в первую очередь пересказывает все то, что было сказано предшественниками средневековыми. То есть он говорит, а вот в исламском мире были вот такие авторы, их называют. Например, это Руми.
Руми, да, это один из известнейших, да, поэтов, суфиев. Говорит, это Ибн Каим, один из таких очень таких ортодоксальных богословов, говорит. Ну, там ученые сегодня спорят, действительно, он это и высказывал, его приписали, но в принципе Бедиев тоже его цитирует. То есть, вот, в первую очередь мы должны правильно понимать, да, что Бедиев здесь не виноват в этом вопросе. Он здесь в первую очередь хочет показать, что такая мысль у мусульман была, жила. Вот. И, конечно, это интереснейшая мысль, неоднозначная мысль, как я уже сказал, да, которая очень большие диспуты, значит, в мусульманском сообществе вызвала. Вот. Но в то же время вот, у Бегиева есть очень жесткая книжка, жесткая, так скажем, да, в отношении, например, шиитов. Да, вот вторая книга здесь представлена, это ответ шиитского богослова на те обвинения, которые были высказаны Бегиевым. Поэтому здесь, на самом деле, вот опять же, очень неоднозначно. Очень неоднозначно. Поэтому мне кажется, что и эту концепцию Бегиева еще следует очень внимательно изучать. Очень внимательно изучать. Да, мы знаем эту работу, безусловно, мы говорим о том, что Бегиев это высказал, но надо ее еще очень внимательно читать и что он там хотел на самом деле сказать. Спасибо. Выражаю благодарность, интересно. Хотел уточнение по поводу издания 2010 года, перевод Корана. Вы сказали на османский язык. Это уже был перевод с того текста, который был, или просто это был перевод его на османский язык. Это один вопрос, можно там другие. Потом у него был период, когда он в Петербурге организовал школу, где изучался татарский язык и литература. Вот, какую роль он в этом сыграл, долго ли эта школа существовала, если есть такие подробности? Значит, относительно издания 2010 года, это было факсимиле, то есть тогда вышли две книжки. Одна книжка, это как раз вот, значит, книга Альмина Хабиджановой, книга о Мусе Бегиеве и его времени. Вот. А вторая, это было как раз издание факсимильное, то есть это издали вот на том, то есть на арабице, издали то, что вот сохранилось в доме Бегиева. Вот. И было некоторое представление о том, что это значит вот как раз тот неизданный перевод Бегиева. Но на самом деле при детальном как раз изучении выяснилось, что это тот перевод, который действительно хранился в доме Бегиева, но это перевод, который был сделан на османский язык, и который Бегиев привез, вероятно, из поездки 1926 года, когда он как раз... Это его перевод? Нет, это не его перевод. Это перевод турецкого автора на османский язык, который был сделан. Вот, и когда Бегиев в 1926-1927 году он ездил в хадж, и он это делал через Стамбул, и, вероятно, он в это время как раз, вот, потому что 26-27 года книга, она есть в турецких библиотеках, хранится один в один, вот, и по обложкам, и по содержанию. Вот, и, скорее всего, он встретился там с автором этого перевода, и он ему подарил. Вот, и он его привез, соответственно, домой, и вот из всего, наверное, того, что сохранилось, потому что все то, что в большинстве своем рукописи его, да, как библиотека его, она была, соответственно, да, органами НКВД конфискована. Вот из того немногого, что сохранилось, вот этот Коран как раз не сохранился. Вот у Ефима Анатольевича Резана есть фильм, кстати, очень интересный, посвященный Бегиеву. И очень важной особенностью этого фильма является то, что там запечатлена дочка Бегиева Фатима Ханым. Вот, и она как раз эту книгу показывает. Вот, и она говорит очень важное слово, она говорит, это Коран, которым пользовался папа. Формулировка, она тоже о многом говорит. Она говорит, это не Коран, который перевел папа, это папин даже перевод, что можно перевести, да, двояко. Говорит, это Коран, которым пользовался папа. Вот. И она вот как раз эту книгу показывает.
Вот. Что касается школы в Петербурге, я вам честно скажу, я не могу на этот вопрос ответить в подробности, вот, может быть, Марат Эфенди, нет. Вот. Но я обращаю вас, наверное, к публикациям Рената Риковича Беккина, который как раз очень хороший специалист по истории мусульманского, татарского Петербурга. И, если не изменяет память, как раз вот о татарской школе, о роли Бегиева в ней, у него некоторые публикации были. Они в интернете все выложены. Возможно, там это и есть. А еще можно вопрос? Значит, вот рукописи его сохранились ли на каком языке? Он окончил русскую школу? Он писал на татарском и на арабском языках. Он писал на татарском и на арабском языках. Вот. Были найдены его путевые заметки, они, конечно, на языке были сделаны, то есть тот язык, ну, язык, на котором он думал, говорил, то есть, соответственно, вот он, конечно, на этом языке. Но арабский он знал блестяще. Это, безусловно, это вот не только я могу подтвердить, но вот, переводя вот эту книгу, о которой мы сегодня говорили, Фикх аль-Куран, с арабского языка, мы это делали вместе с профессором Фроловым, заведующий кафедрой арабской филологии, блестящий арабист наш, который переводил очень-очень много разных арабских текстов, и классических средневековых, и современных, и синхронистом работал, да, то есть его знание языка, оно на самом высшем уровне. И он, работая над переводом Бегиева, он тоже удивлялся, насколько это действительно прекрасный язык, сложный язык, вот, но это действительно человек, который тоже говорил и думал, и мог думать и выражать свои мысли на арабском языке. То есть он не переводил это, да, как очень часто бывает, да, то есть он думает на одном языке, потом переводит на другой языке, это может быть какие-то, да. То есть здесь действительно человек, который блестяще знал арабский язык. Ну, и помимо арабского языка знал и другие языки, в том числе вот, санскрит изучил в свое время, когда поехал в Индию. Ну, конечно, писал на нем, но знал его. Тюркский тоже хорошо знал, как? Да, конечно, то есть свободно. То есть, вообще, если я не ошибаюсь, в начале нулевых годов в Казани была защищена диссертация по филологическим наукам, которая называлась «Язык Мусы Бегиева». Именно вот его татарский язык, потому что там есть свои особенности. Ну, надо понимать, что когда писал Бегиев, в принципе, еще, да, какая-то литературная норма на самом деле еще не сформировалась, да, потому что это в большей степени уже будет характерно там, для 10-х годов, а вообще и для 20-х уже больше годов. Да, и поэтому, да, вот, если сравнивать, например, язык Фахриддина, тоже религиозного деятеля нашего известного, и язык Бегиева, они отличаются. Да, потому что Фахриддина более простой язык, да, язык, где в меньшей степени есть какие-то арабизмы, фарсизмы, да, хотя тоже присутствует, но не в таком количестве, например, как у Бегиева. Да, Бегиев, который цитирует, например, там, стихи, да, вот, идет текст, например, на тюрки, потом стихотворение на арабском, без перевода. Потом стихотворение Илиад, стихотворение Хафиза там, на фарси, там, или, например, он там цитирует Мухаммад Икбаля на фарси, да, потом он цитирует Илиаду на арабском. То есть, вот. Причем это явно, что вот он писал, да, то есть это он не просто, да, я посмотрю, спешу откуда-то, он, скорее всего, это вообще знал наизусть. Муса Бегиева был еще один ученик, очень интересный ученик, японский востоковед, первый, на самом деле, специалист по арабскому языку, Изуцу. Потому что Бегиев приехал в Японию по приглашению татарской общины, скорее всего, он приехал на открытие мечети, которая была построена в Токио, вот, но на открытие он точно не успел. И там он задержался на год. Там как раз был его друг Рашид Ибрагимов, с которым они еще в Питере работали. Вот. И там он преподавал в местной школе, мусульманской школе. И вот туда стал приходить маленький японский мальчик, изучать арабский язык. И вот впоследствии этот маленький японский мальчик стал одним из выдающихся в мировом масштабе, надо сказать, арабистов, который писал не только на японском языке, но и на английском языке. Почему его публикации, кстати, тоже связаны с Кораном, к вашему вопросу, там тоже очень интересно, у него есть, он там анализирует этические нормы Корана. Вот, и в своих воспоминаниях он пишет, что вот я первый свой урок по арабской грамматике получил у такого человека, как Муса Бегиев. Это был блестящий педагог. Когда он преподавал, он цитировал средневековые трактаты по арабской грамматике, никуда не обращаясь. Он цитировал их наизусть. Вот. И
поэтому вполне возможно, что Бегий действительно знал очень многие не только трактаты, да, но и вот, поэтическое наследие всего мусульманского региона. Еще вопрос, пожалуйста, если есть. У меня вопрос по поводу другого востоковеда, коллег Мартельда и Крачковского, по поводу Теодора Нёрдика и его деятельности. Известно, что одной из первых его работ было переиначивание порядка сун в Коране, в Коране, прошу прощения. Вот мой вопрос. Влияло ли это как-либо на мусульманскую мысль на начале 20 века и, в частности, на Мусу Беги? Спасибо. Да, большое спасибо за вопрос. На самом деле, на Мусу Беги это, во всяком случае, то, что нам известно, не повлияло. И здесь, конечно, позиция Бегиева вот в одной из его работ, сейчас, где он место было, я ушел. Видите, это китаб Тартиба Суар, да, то есть это книга о порядке сур. Вот он как раз отдельно посвятил этому вопросу свое сочинение, да, то есть он как раз анализирует, почему суры выстроены в таком порядке. Да, ну, то есть он здесь в большей степени, конечно, это дает через такой экзегетический анализ, то есть видит такие, да, именно экзегетические связи между сурами, как они, да, вот раскрывает, например, Фатиха, да, на первом месте стоит, а потом, как вот, например, Коран, да, он является раскрытием всего того, что было заложено в Фатихе. Поэтому вот, относительно этой позиции Нёрдика, которая была высказана на самом деле не только им, да, но и там, другими востоковедами, короноведами, он с этим, конечно, там, не согласен, как мусульмане, да, потому что для мусульман, для мусульманского богослова, да, порядок сур в Коране, да, ну, для многих, во всяком случае, за редким исключением, да, он все-таки носит такое божественное происхождение. Да. Хотя, конечно, некоторые высказывались, да, о том, что были своды, в которых порядок сур мог быть немножко иной, да, говорят, во всяком случае, да, что якобы был такой свод у Али, например, да, но этот свод он не сохранился. Он не сохранился. И вот эта идея Нёрдики, на самом деле, она была отвергнута же потом и даже европейским востоковедением. Да, потому что вот многие стали говорить, ну а в чем смысл? Да, ну вот даже если мы сейчас вот в хронологическом порядке выстроим вот этот порядок сур, но мусульмане это не принимают. Да, что нам это даст? Да, то есть для изучения, потому что вот, важно же не только изучение, да, самого текста как такового, да, а именно изучение его влияния, да, влияние на мусульманскую мысль, на понимание мусульман. Поэтому мне во всяком случае неизвестно, что вот как-то это вот было у Бегиева точно, а вообще мусульманские люди на эту тему. Кстати, и вот, по-моему, один из учеников Нёрдики, Отто Прецель, тоже был знаком с Бегиевым и, значит, очень хвалебно о нем высказывался. И в начале 30-х годов, по-моему, в Берлине как раз планировал открыть, значит, центр по изучению Корана и пригласил туда Бегиева. И, как известно, Бегиев, помимо этого, он еще открыл издательство в Берлине. Но, к сожалению, вот, события, да, которые в Германии произошли, да, в начале 30-х годов, они помешали реализации и проекта Прецеля, и дальнейшей работы издательства Бегиева. Да, пожалуйста, вопрос. Немного из биографии. В чем была причина иммиграции? Почему семья осталась здесь? И какие были взаимоотношения у Бегиева с советской властью вот после иммиграции? Критиковал ли он советскую власть? Как отвечала советская власть? Вопрос, да, очень интересный, спасибо, и сложный. Ну, как известно, в начале 20-х годов, да, советская власть она заигрывала, да, с мусульманским миром, как и с местными мусульманскими народами, как и с в большей части, да, мусульманами Индии. И надо сказать, что в начале 20-х годов Бегиев достаточно активную роль играл в взаимосвязях, главным образом с мусульманами Индии. Приезжал в Советскую Россию один из таких
видных деятелей мусульманского движения, это Баракатулла, и он был личным гостем Мусабедиева. По некоторым сведениям, они не имеют какого-то большого, ну, прямо такого, да, вот подтверждения документального, за одним исключением, сейчас скажу, каким, да, значит, вместе с Баракатуллой Бедиев посещал Ленина. Возможно. Откуда мы это знаем? Мы это знаем из воспоминаний Султана Галеева. Потому что Султан Галеев, ну, знаете, Султан Галеев, да, кто это такой, да, представитель Султан Галеев, да, вот, коммунистических, да, деятелей известных. И вот он пишет жалобу, так скажем, это вот зафиксировано его воспоминание. Он говорит, вот, Владимир Ильич, вы принимаете у себя исламистов, Бедиева, Баракатуллу, а нас, честных коммунистов, старых, значит, мы к вам попасть не можем. Вот. Но вот чего-то другого доказать, да, кроме вот такого гневного письма, ну, пока, по крайней мере, у нас ничего нет. Вот. С другой стороны, конечно, мы вот сегодня вспоминали о вот, воззвании к мусульманским нациям, да, это так называемая азбука ислама, ее еще говорят, называют, да. Считается, что она была написана в ответ на азбуку коммунизма Бухарина, да, и там как раз он многие положения, в том числе о частной собственности, да, он критикует, он говорит, что это с точки зрения ислама неправильно, недопустимо. Там. Но я раз сыграл эту роль, что его арестовали. Ну, вот, где-то у меня даже была цитата, но эту цитату как раз вот, Айдар Каюдинов вот, в своих работах, посвященных биографии Бедиева, приводит. Это как раз цитата такого известного деятеля Петерса, да, который, значит, там был главой Восточного отдела ВПУ. Вот он как раз, значит, пишет, говорит, принимая во внимание частичное раскаяние Бедиева, значит, заверение его в изъятии своей книги мусульманским нациям с рынка, а также нежелательность применения к Бедиеву репрессивных мер в силу его популярности среди населения, полагаю Бедиева Мусуджаруллаха из-под стражи освободить, лишив его права проживания в Петрограде и окрестностях, значит, выселив его в Москву. Есть тоже замечательный историк, блестящий историк, да, значит, Гусева, которая предполагает, что Бедиев, конечно, вот, мог участвовать в каких-то, да, вот, международных миссиях советской власти, в первую очередь связанных с Индией. И как раз вот в одной из, значит, газет «Бомбейская хроника» в 1925 году было опубликовано некое воззвание, которое было подписано Бедиевым. Вот. Ну а вот, значит, Таймас в своей книге, он как раз пишет, что, скорее всего, это было сделано, ну, по крайней мере, под давлением, когда вот он как раз находился в АКБУ. Вот. Но в то же время, например, в 1926 году знаменитый, значит, Всемирный мусульманский конгресс в Мекке проходит. Есть делегация от Советского Союза, во главе с Фахриддином. Бедиев не входит в состав делегации, но едет отдельно. Но, значит, вот он как раз имеет личное приглашение. Это, с одной стороны, показывает его личные, да, как бы, связи, да, с другой стороны, вот опять же, есть письмо Чичерина, да, наркому иностранных дел, который пишет известному нашему послу, ну, в Хиджазе, ну не послу, да, по полпреду, в Хиджазе Кариму Хакимову. Вот он как раз нам пишет о том, что у нас будут помимо официальной делегации еще будут, значит, лица, которые не будут иметь официальных мандатов, они будут просто паломников, но в силу персонального веса их они смогут оказать серьезное влияние на формирование настроений среди паломников, не будучи в то же время связаны с официальным, значит, духовенством. Вот. Это наш академик Наумкин приводит. То есть там конкретно Бедиев не упоминается, но вот говорится, что такие люди они тоже будут. Вот. Поэтому здесь тоже очень сложные, я думаю, взаимоотношения были. Да, с одной стороны, мы должны тоже понимать, что в 20-е годы там еще никаких действительно таких репрессий
в отношении мусульман даже внутри России не оказывается. И идет вот это вот заигрывание с мусульманскими народами. И вот здесь как Бегиев к этому относится? Ну вот есть с одной стороны его работа «Азбука ислама», с другой стороны вроде бы он в каких-то проектах, да, сотрудничает, может быть, опять же, ну вот в силу того, что он желает что-то сделать для мусульман, да, полезного. Но вот в конце 20-х годов, да, уже происходят жесткие меры, в первую очередь как раз направленные лично к Бегиеву, да, это связано там и вообще с изменением политики, да, советов по отношению к Востоку, и по отношению к религии. Вот, и это как раз вот уже относительно вашего второго вопроса, да, связано, что стало причиной иммиграции. Тоже очень сложный вопрос. Да, мы не знаем, семья его не знала. То есть они не были готовы к тому, что Бегиев уйдет. Самая большая загадка, почему он едет в Китай, по сути, да, через Туркестан, такая очень сложный путь, да, он живет в Петрограде, Ленинграде, да, то есть вот там граница с Финляндией, там, значит, его старые знакомые, которые ему помогают, да, он через эту границу там нескольких людей переводил сам лично, но сам туда не уходит, а едет в Москву, из Москвы, значит, в Туркестан, из Туркестана он там проходит советско-китайскую границу. Вот, уже тоже сегодня упомянутый Ренат Ильич Бекин в своей статье, тоже посвященной иммиграции Бегиева, он тоже вот высказывает мысль, что, скорее всего, Бегиев, да, он хочет участвовать в тех движениях, которые там происходят. Да, то есть вот там мусульманское население, да, вот, выступает против Китая, значит, там они, да, вот, пытаются строить, да, какую-то свою автономию, да, там происходит какое-то развитие мусульманского образования, да, и вот по некоторым сведениям вот он хочет там участвовать, вот там кипит сейчас жизнь, там надо сейчас быть. И он не планирует, скорее всего, оставаться там. Но так получается, да, так получается, потому что там он не задерживается, китайские власти его высылают, да, вот он оказывается в Афганистане, ну и вот дальше вот его вот весь путь иммиграции, о котором отдельно очень долго, да, можно рассказать. Но известно, что он всегда тосковал по своей семье, да, известно из его воспоминаний, что даже вот после окончания Второй мировой войны он говорил о том, что вот, ну, может быть, я поеду, и может быть, я увижу с семьей. Ну вот как раз дочка Рашида Ибрагимова, которая в Каире с ним была вместе в последние годы, она говорит, что не стоит этого делать. Здесь я как раз тоже обращаю вот вас к книгам вот, и Мехмеда Гермеза, и вот Айдара Хайрудинова по биографии, в которых вот более подробно это все описывается. Я извиняюсь, маленький ремарк. Это получается, он с Лениным 2 раза виделся? Нет, если виделся, то... Ну, или вот именно это и есть та самая... Да, это вот эта его встреча вместе с Бархатуллой. Но если она была, еще раз говорю, это под большим вопросом. Вероятно. Спасибо большое. Давайте поблагодарим. Да, и последнее, если позволите, относительно того, о чем я сегодня в большей степени хотел говорить, да, вот это те наши публикации, посвященные анализу непосредственно этой работы и перевод самой работы вот, в Вестнике Московского университета был дан, они все в интернете есть, кому интересно, более подробно, уже внимательно изучить, продумать. Просто от себя скажу, что для меня, например, вот, работа изучения этого труда Бегиева стала действительно открытием, новым взглядом на прочтение Сура Фатиха. Мне кажется, это очень интересно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я Виталий Бегиев. Я Наталья Бегиева в девичестве. Мы правнуки Мусы Журлы Бегиева, да. Да, мы прослушали замечательную в Москве, лекцию. да. Часть у нас живет родственников на Украине еще. Ну, часть его потомки живут на самом деле много где. И сейчас мы к его гипотетическому 150-летию, которое будет в декабре этого года, 23-го, хотим
снимаем и хотим завершить документальный фильм «Дорога к истокам». Именно о потомках, истоком которого был замечательный, выдающийся человек. Поэтому эта лекция очень тоже была нам нужна, добавила много каких-то красок, новых знаний и желание дальше работать над своим документальным фильмом. А вы сейчас где же проживаете? В Петербурге? В Москве. В Москве. Мы проживаем в Москве. Часть потомков А проживает в Петербурге кто-то из ваших живет? Живет, да, Тагирджанова, она не, то есть она получается... Она невестка Фатимы. Ну, ее дети, это тоже такие же... Она тоже, по-моему, книгу внуки и пишет. правнуки, да. Писала книгу, да? Она написала книгу, да. А, вот я с ней, наверное, разговаривал Да, как с ней. раз. Ну хорошо, удачи вам, спасибо, да. Спасибо.